Вы слушаете подкаст «Казах протест тарихы» студии «Булбул». Этот подкаст рассказывает историю протеста как политического и социального жеста в Казахстане с момента образования казахского ханства до 2022 года. Слово «казак» в названии не ограничивает рассматриваемые нами явления до сугубо одной этнической группы. Слово «казахский» здесь отсылает к тому, что это тоже часть истории Казахстана. Данный подкаст предназначен исключительно для информационных целей, основанной на информации из открытых источников и личных исследованиях. Подкаст не преследует цели разжечь межэтническую или иную рознь, как и не призывает к конфликтам. Вся информация предоставляется в образовательных целях для понимания исторических событий. Казахское ханство и протесты периода колонизации. Дисклеймер. Тема протестных движений в истории казахов – одна из самых обширных и сложных в современной истории. Одна из причин такого положения в том, что эта тема политизирована, и на то, как историки ее изучают, влияют режимы и идеологии. Этот эпизод подкаста «Казах протест тарихы» охватывает период от создания казахского ханства в XV веке до колонизации. 5 столетий вместили в себя становление этнонима «казак», расцвет и упадок казахского ханства, начало и завершение колонизации казахской степи Российской империей. Часть 1. Воля народа в традиционном казахском обществе. Правда ли, что само казахское ханство началось с протеста? Еще из школьных учебников по истории Казахстана мы знаем, что Жанибек и Керей, потомки Чингисхана из джучитской линии, в 50-х годах XV века откочевали от Абул-Хаир-хана и со временем основали собственное ханство, а кочевники, присоединившиеся к ним, заложили основу казахского этноса. Правитель узбекского ханства Чингизид Абул-Хаир-хан был могущественным правителем. После распада Ак-Орды ему удалось объединить под своим началом обширные территории от реки Жайык на западе до озера Балхаш на востоке, от среднего течения рек Иртыш и Тобол на севере и до низовья реки Сырдарья и Аральского моря на юге. На этой территории Абул-Хаир установил централизованную власть. Его ханство просуществовало 40 лет. Историк Мухаммад Хайдар Дулати Абул-Хаир в историческом труде «Тарих и Рашиди» о том периоде писал следующее. Абул-Хаир-хан полностью доминировал над Кыпчакской степью. Джучитские султаны были подавлены. Земли, над которыми властвовал Абул-Хаир, относились к улусу Джучи, огромной территории, которую от Чингисхана унаследовал его старший сын Джучи. И как за любое наследство, за улус боролись многочисленные потомки старшего сына Чингисхана. Выжить и преуспеть в междоусобной борьбе джучидов, так называли потомков по линии Джучи, было выдающимся достижением. И это требовало от политика особых качеств и принципов. Абул-Хаир-хан был очень подозрительным, особенно к своей родне, и не терпел никакой оппозиции. В книге «Казахлык и образование казахов» исследователь Джу Юпли приводит цитату Абу Аль-Гази Багадур-хана, правителя Хивы из рода шейбанидов и по совместительству историка и писателя. В своем труде «Шаджара и Тюрк» Абу Аль-Гази писал про Абул-Хаира следующее. Он был тем человеком, который заставлял своих друзей смеяться, а врагов плакать. Среди его родственников, сидящих рядом с ним, не было никого, в кого бы он не пускал стрелу и чьих рук не мог достичь. И все же среди его родни нашлись те, кто были недовольны его политикой. Это султан Жанибек, сын последнего хана Ак-Орды Барака, и правнук Урус-хана Керей, по некоторым сведениям, племянник Барака, сын его старшего брата.
Двоюродные братья Жанибек и Кирей вели свой род от Урус-хана, еще одного потомка Джучи. Недовольные своим статусом подчиненных Абул-Хаира, амбициозные султаны решили откочевать из родных земель в Моголистан. Как пишет Джу Юпли, откочевка была излюбленным способом центральноазиатской знати избежать сложных политических ситуаций. Вместе с Жанибеком и Киреем ушли и другие кочевники, бывшие в подданстве у Абул-Хаира. Всего, по данным источников, ушли 200 тысяч человек. Покинув своего правителя, султаны и их последователи избрали путь казаклык, то есть вольную жизнь. Казаклык – это феномен, появившийся в средние века в Евразии. Избравшие путь казаклык не принадлежали ни к одному из государств, не находились в подданстве какого-либо правителя. Махмуд ибн Амир Вали пишет, что узбеки, ушедшие вслед за Жанибеком и Киреем, провели свое время грабя калмыкские и кыргызские племена в пограничных районах, воруя словно волки. К узбекам, которые откочевали из узбекского ханства, со временем пристало название казак-узбеки, то есть вольные узбеки. Под крыло Жанибека и Кирея стало прибывать все больше людей, потому что султаны делили добытое в грабежах и набегах имущество, то есть олжа, между участниками походов. В этом свете феномен казаклык представлял для кочевников не только вольную жизнь, но и равные возможности. Конечно, откочевка испортила отношения Жанибека и Кирея с Абул-Хаир-ханом, но поквитаться с ними он так и не успел. Казахское ханство просуществовало до первой половины XVIII века, пока не было колонизировано Российской империей. Часть 2. Ханская власть и подданные. Источником власти в казахском ханстве было происхождение. В ханы избирались мужчины из рода чингизидов, то есть потомки Чингисхана и его первой супруги Борте. В родовом устройстве казахов род Торе считался чингизидским и обладал священным правом на ханскую власть и управление землями, некогда завоеванными Чингисханом. И это право никем не оспаривалось. Мальчики из рода Торе по праву рождения получали титул султанов. Кроме того, выходцы из этого рода не подлежали суду биев. К ответу их мог призвать только ханский суд. На пару с Торе степную элиту или аксюек составлял род Кожа, ведущий свою линию от мусульманских проповедников. Один род управлял ханством, другой род осуществлял в нем волю Всевышнего. Все остальные казахи были карасюек, то есть имели простое происхождение. Однако представители карасюек могли подниматься по социальной лестнице, занимать важные должности в ханстве и иметь весомый авторитет среди халык. Например, становясь известными биями и батырами. Наиболее влиятельные из биев входили в ханский совет. Вернемся к институту ханов. Избрание нового хана происходило в соответствии с процедурой, кульминацией которой становилось поднятие хана на белой кошме. В монографии «Казахское ханство. Структура, экстраобраз и знаковый аспект» историк Ануар Галиев упоминает такой обычай, как хан талау, что буквально переводится как «ограбление хана». Сразу после избрания хана свидетели и участники церемонии делили между собой весь ханский скот и угоняли его. Эта традиция означала, что избранный хан не имеет своего скота и находится на обеспечении подданных. После этого представители родов пригоняли хану новое поголовье скота. Его численность могла значительно превышать количество, так сказать, украденного скота. Однако историк Нурлан Атыгаев ставит под сомнение существование традиции хан талау, так как не были обнаружены подтверждения этой традиции в более ранних источниках. Часть 3. Народно-освободительная борьба против колонизации. К началу XVIII века под контролем казахского ханства находились Ташкент, Туркестан и другие крупные города региона. Правили этими городами султаны-чингизиды. Однако после смерти в 1715 году последнего общеказахского хана Тауке, авторов свода законов Жеті жарғы, казахское ханство пришло в упадок. Политическое положение казахов в регионе ослабло. Взаимные набеги между казахами и джунгарами были всегда. Однако в первой половине XVIII века джунгарское ханство укрепилось, в то время как казахское серьезно ослабло.
В результате военных походов джунгары захватили земли казахского ханства, включая Ташкент. Несмотря на то, что некоторые битвы удавалось выигрывать, положение казахов оставалось сложным. Джунгары на востоке не намеревались прекращать набеги. На юге ухудшились отношения с правителями Бухары и Коканда. С северо-запада на земли казахов регулярно нападали калмыки, башкиры и татары-мишари. В конце августа-начале сентября 1730 года 11 посланцев Абулхаир-хана посетили Москву и Санкт-Петербург, чтобы вручить письменное прошение хана младшего Жуза Абулхаира на принятие его и всех казахов, включая казахов старшего и среднего Жузов, в подданство Российской империи. Прошение было написано на чагатайском тюрки, языке, который широко использовался в официальной переписке центральноазиатских государств в XVI-XIX веках. И отправлено оно было без согласия султанов младшего Жуза и ханов старшего и среднего Жузов. В ответ императрица Анна Иоанновна направила дипломатическую миссию во главе с дипломатом Алексеем Тевкелевым. Ему было поручено уточнить казахам политические условия принятия подданства. Среди этих условий были обеспечение безопасности русских торговых караванов, пересекающих казахские степи, плата налогов, предоставление политических заложников, поддержание мира с другими российскими подданными и соблюдение законов империи. Российская миссия провела на территориях младшего Жуза более года, доставляя ко двору императрицы информацию. Например, в записке от 5 января 1732 года Тевкелев сообщает, что младший Жуз, насчитывающий более 40 тысяч кибиток, полностью присягает российской короне. Изначально казахи младшего Жуза восприняли присоединение к России неоднозначно. Многие султаны и старшины были настроены против принятия русского подданства, которое означало потерю независимости. Что же подвигло Абулхаира пойти на столь неоднозначный и малопопулярный шаг? Во-первых, в этот период казахское ханство, все три Жуза, были изнурены конфликтами с джунгарами, которые продолжались на протяжении почти 100 лет, а также внутренними распрями. Второй фактор – географическое расположение младшего Жуза. Если мы представим себе карту западного Казахстана, то территория региона во многом будет совпадать с территорией младшего Жуза в XVIII веке. Как писала в своей книге историкесса Ирина Ерофеева, отношения казахов с соседями были сложными и противоречивыми. Например, с башкирами, чьи кочевья граничили с летними пастбищами казахов, отношения испортились из-за политических курсов и амбиций представителей обеих сторон. С яицкими казаками казахи конфликтовали из-за реки Жаек, на которую активно претендовали казаки, заручившись документами от русских царей. Напряженность в отношениях с калмыками основывалась на вражде казахов с джунгарами. Не лучше дела обстояли и на южных границах Жуза, с Бухарским и Хивинским ханствами. Немаловажно отметить и личные амбиции Абулхаира, который стремился укрепить свою родословную и вывести символический характер роли хана на новый уровень и новую высоту, благодаря внедряемой им системе управления. Так началась колонизация казахской степи. С этого момента и до февральской революции казахи трех Жузов неоднократно поднимали восстания против колониальной политики России. В этом эпизоде мы расскажем о двух крупных восстаниях на территории младшего Жуза – восстании Сырыма-Датула и восстании Исатая-Тайманула. Восстание Сырыма-Датулы. После того, как Абулхаир-хан принял русское подданство, появилась необходимость обустроить на юго-восточных границах России административный центр. В 1734 году в регион была направлена Оренбургская экспедиция, чтобы основать на этой территории одноименную губернию. Вдоль границ губернии планировалось построить оборонительные укрепления, которые бы блокировали традиционные маршруты кочевников. В 1744 году была официально создана Оренбургская губерния. Центр губернии, город Оренбург, стал важным военно-стратегическим и торговым центром в регионе, откуда управлялась новообретенная азиатская часть империи. На юге губернии находились земли Уральского казачьего войска. Также к этой губернии относились и территории младшего Жуза. После некоторых административных реорганизаций к концу XVIII века
В Оренбургскую губернию вошли уезды Оренбургский, Орский, Верхнеуральский, Троицкий и Челябинский, граничащие с землями казахов Оренбургского ведомства. Сейчас они соответствуют территориям в западной и северной части современного Казахстана. С момента начала колонизации ханская власть в Младшем Жузе начала сдавать позиции. На землях Жуза то и дело начали вспыхивать конфликты между казахами и казаками, а еще с русскими рабочими, которых метрополия отправляла в степь для обустройства крепостей. Крестьянская война 1773-1775 годов на Урале и в Поволжье авторшоками отдавалась на приграничных территориях Младшего Жуза. Полным ходом шла административная реорганизация земель. В результате административных преобразований плодородные почвы изымались у кочевников в пользу уральского казачества и переселенцев из России. Переход реки Жаек царская администрация передала казакам, которые сначала взимали плату за переход и требовали заложников у казахов, а затем и вовсе запретили казахам кочевать за реку. Напряжение в обществе нарастало. Один из первых примеров организованной борьбы против колониальной политики – это восстание Сырыма-Датулы, которое продолжалось 14 лет, с 1783 по 1797 годы. Во время восстания Сырыма ханом Младшего Жуза был Нуралы, а затем Ералы. Оба наследники Абулхаир-хана. И Нуралы, и Ералы продолжали политику своего отца и занимали пророссийскую позицию. На фоне нестабильной внутриполитической обстановки в Жузе между ханом и Сырымом назревал открытый конфликт. По версии военного генерал-губернатора Оренбурга Осипа Игельстрома, причиной многочисленных выступлений казахов, которые в итоге вылились в национально-освободительное движение под руководством Сырыма-Датулы, был жесткий курс прежней оренбургской администрации, заложенный его предшественником генерал-губернатором Неплюевым. В основном он представлял из себя рейды и грабежи казахских аулов под предлогом борьбы с Барымтой. С чего началось восстание? В корне восстания – протест против колониальной политики, которая со временем становилась более жесткой в отношении казахских земель. Казахи не могли, как прежде, свободно передвигаться. С каждым новым указом и решением границы свободного передвижения, в первую очередь для выпаса скота, сжимались. Активно строились линии, то есть системы оборонительных крепостей. Вокруг этих крепостей строились поселения, в которые переселяли новых жителей из других регионов России. Таковы были предпосылки восстания Сырыма-Датулы. В мае 1784 года Сырым собрал отряд из 300 человек и напал на рабочих сенокосов, чтобы таким образом отомстить русским военным за плен. Вообще, нападение и взятие в плен было одной из форм протестной активности того времени. Нападения Сырыма и его сторонников стали повторяться. В ответ на это оренбургское начальство начало укреплять форпосты, а в 1785 году Россия отправила в степь корпус регулярных войск. Тем временем хан Нуралы был бессилен и не имел ни рычагов, ни средств для того, чтобы воздействовать на Сырыма и его соратников. В том же 1785 году начальник уфимского наместничества, в которое входила Оренбургская область, Осип Игельстром, начал готовить почву для ликвидации ханской власти в Младшем Жузе, как заключительный этап колонизации этой территории. Он пригласил на собрание биев и старшин Жуза, проигнорировав при этом и хана Нуралы, и других султанов. На этом собрании присутствовал Сырым-Датулы, который пользовался большим уважением среди собравшихся казахов. На собрании Сырым выступил в поддержку ликвидации ханской власти как неэффективного института и предложил установить на территории Жуза власть народного собрания. Это предложение другие участники активно поддержали. Присутствующие на встрече вошли в состав народного собрания и присягнули на верность императрице Екатерине II. Там же была достигнута договоренность о том, что казахи перестанут нападать на русские границы. Однако и Народное собрание выставило свое условие, согласно которому ни один наследник Абулхаира никогда не будет избран правителем Младшего Жуза. Но какой бы сильной и влиятельной ни была фигура Сырыма, традиции ханской власти были сильнее. Против него выступили султаны, которые были заинтересованы в сохранении ханской власти и порядка наследования престола чингизидами.
Так в младшем Жузе сформировались две оппозиционные силы – Султанская партия и Народная партия. Тем временем хан Нуралы уже был отстранен от власти. 3 июня 1786 года хана Нуралы вызвали в Оренбург. Там он был задержан вместе со своей свитой и сыновьями Бек-Кали и Артыгали. Всех их отправили на проживание в ссылку в Уфе. До 1787 года Сырым сохранял устойчивые отношения с российской администрацией в лице Игельстрома. Они оба извлекали из этого свою пользу. Сырым боролся с наследниками Абулхаира и против ханской власти. Игельстром хотел заручиться поддержкой авторитетного человека, который мог бы остановить нападение на русские поселения и границы. Свои коррективы внесла русско-турецкая война 1787 года. Турция хотела заручиться поддержкой мусульманского населения Центральной Азии, чтобы объединить усилия против христианской России. Бухарский эмир отправил в степь послание о призыве турецкого султана. Сырым согласился поддержать Турцию, но при условии, что с ним в борьбу вступят Бухара и другие центральноазиатские государства. Об этом вскоре узнал Игельстром и прекратил какие-либо отношения с Сырымом. Нападения на приграничные территории возобновились. Параллельно этому шли попытки ввести новый общественный порядок в степи. Но на деле все это не увенчалось успехом. Казахи продолжали игнорировать новые институты и пользовались привычными институтами, например, судом биев. Усугубило отношения Сырыма и Игельстрома то, что после смерти хана Нуралы в Уфе Россия назначила ханом его родного брата Ералы. Сырым отказался признавать Ералы своим ханом и удалился вглубь степей, чтобы подготовиться к военному сопротивлению. Не признали его и сторонники Сырыма. В марте 1791 года Сырым предупредил биев и батыров нескольких родов о том, чтобы они откочевали в Мугаджары, если не хотят пострадать в ходе восстания. О том, что в степи что-то назревает, доносили в метрополию и шпионы из числа письмоводителей расправ. В течение лета 1791 года восстание Сырым-Батыра охватило всю казахскую степь. От реки Жаек до Сырдарьи и западных берегов Аральского моря. Сырым и его сторонники выступали за полную политическую независимость младшего Жуза, за создание новой политической платформы, которая бы имела реальную власть и могла независимо выбирать хана. К тому времени ни Сырым, ни старшины, которые его поддержали, не имели ничего против конкретно ханской власти. Они требовали участия в политической жизни, а именно возможности избирать хана самостоятельно. В сентябре 1792 года Сырым фактически начал войну против России. И хоть ему и повстанцам не удавалось захватить крепости, они на протяжении 1793 и 1794 годов насаждали российской армии на границе. Они нападали на поселения, уводили скот и людей. В ответ на это Россия объявила встречные действия. Теперь разбой и убийства шли с двух сторон, что привело к еще большему кровопролитию. Летом 1794 года умер хан Ералы. Лишь в октябре 1796 года при посредничестве генерала-поручика Везметдинова ханом младшего Жуза провозгласили Есима, сына Нуралы. Есим был лоялен Российской империи и участвовал в поимке сторонников Сырыма, которых затем передавал российскому суду. Однажды людям Есим-хана удалось поймать близкого друга Сырыма Манбая. Это привело к прямому конфликту между Сырымом Датулы и Есим-ханом, в результате которого хан был убит. Внутриполитические разборки между тремя заинтересованными сторонами – Султанской партией, партией Сырыма и российским правительством продолжались до 1797 года. В итоге Сырым был вынужден признать поражение в борьбе за политические реформы в младшем Жузе. Он откочевал на юг, в пределы Хивы, где впоследствии умер. По одной из версий он был отравлен, по другой – убит политическим оппонентом Каратаем. С его смертью окончательно завершилось восстание в младшем Жузе. Несмотря на поражение, восстание имело свои плоды. Благодаря ему казахи смогли вернуться на земли между реками Жаек и Волгой, где впоследствии будет создана Букеевская Орда.
Восстание Исатая и Махамбета. В 1836 году началось антиханское и антиколониальное восстание в Букеевской Орде. Восстание возглавил Батыр Исатай Тайманулы и его соратник и соплеменник Батыр Иакын Махамбет Утемисулы. Букеевская Орда была создана в 1801 году, когда император Павел I разрешил 5000 казахских семей младшего Жуза переселиться на территории между реками Жайык и Волга. Причиной восстания стал произвол со стороны хана Букеевской Орды Джангир-хана и его ближайшего окружения. Джангир-хан пытался установить в степи новый порядок – феодально-поместную систему, которая должна была заменить принципы казахского родового строя. Новые административные порядки сосредоточили экономические рычаги в руках элит. Элиты получили неконтролируемые права на земли ханства, в то время как халык был обложен всевозможными налогами, взимаемыми как скотом, так и рублями. Например, обязательным для уплаты был зякят. По данным колониальной администрации, с подданных Букеевской Орды в год собиралось от 82 до 115 тысяч рублей серебром. Второй вид налога – согом – выплачивался скотом для поддержания ханской ставки. С 15 тысяч кибиток хан ежегодно получал 1000 жирных кобыл или коров пятилеток. По другим данным, хан получал 4000 коней или 24 тысячи баранов ежегодно в виде согом. Ухудшало положение подданных ограничения на свободное перемещение по Орде, ключевому моменту в жизни кочевников. С 1830-х годов Джангир-хан начал передавать общественные земли Букеевской Орды в частную собственность. Сначала за службу местным начальникам и султанам, а затем уже богатым казахам за деньги. С 1830 по 1845 годы, по данным Оренбургской пограничной комиссии, Джангир-хан выдал 1517 актов на владение землей. Эти данные в монографии о восстании Исатая приводит историк Александр Рязанов. С одной стороны, в Букеевской Орде начал складываться класс богатых земледельцев из числа казахов, которые строили усадьбы и переходили к оседлому образу жизни. С другой стороны, большинство казахов лишились территорий своих традиционных кочевий, точнее, свободного доступа к ним. В первую очередь в частную собственность были переданы те пастбища, которые находились рядом с источниками воды, озерами, реками, на берегу моря. Новый класс помещиков в лице тарханов и старшин начал взимать плату за доступ к кочевьям, к местам зимних стоянок. Кроме того, казахи не могли больше косить камыш, необходимое топливо в холодное время года, а также сено, от которого зависел их скот. Землевладение на правах частной собственности укрепило элиту, которая сплотилась вокруг хана. Расстояние между Джангир-ханом и халык увеличивалось, уровень жизни населения падал. В этих условиях в степи вновь начала формироваться оппозиционная хану Народная партия. Во главе партии находились старшины родов, которые были неудобны и неугодны Джангиру, но пользовавшиеся авторитетом у халык за свою принципиальность. Один из таких старшин – Исатай, сын Таймана из рода Береш. В 1833 году выступления Исатая стали более активными. Укрепило недовольство властью назначение тестя Джангир-хана Караула Ходжи управляющими казахами Прикаспийского округа. Исатай и его аулы попали в подчинение Караул Ходжи, который к тому времени успел прослыть как коррумпированный человек без опыта в управлении. Попытки опротестовать это назначение ни к чему не привели. Тогда Исатай начал борьбу. Исатай и его сторонники не хотели вооруженного конфликта и пытались мирными средствами, через переписку, добиться от хана рассмотрения их жалоб на Караул Ходжу Бабажанова. Однако Джангир-хан уже был далек от своих подданных и, более того, начал еще сильнее изолироваться в своей ханской ставке. Решать конфликт он не хотел, а чаще обращался к российской администрации, чтобы они поддержали его и подавили начинание Исатая. Генерал-губернаторы вмешиваться в конфликт не спешили, по разным причинам, но в основном потому, что не оценивали его как потенциально опасный. Важным событием для противостояния двух партий, ханской во главе с Джангиром и народной во главе с Исатаем, стало убийство 60-летнего Кучука Джапарова.
Именно это событие стало поводом для вмешательства в конфликт российской администрации. В мае 1836 года в степь прибыл казачий отряд из 25 человек под начальством сотника Донского. Исатай Тайман-Улэ сообщил Донскову, что в аулах Караул-Ходжи скрываются беглые татары. В то время давать приют беглым подданным из России было серьезным проступком. Исатай решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы насолить Караул-Ходже. Вместе со своими людьми Исатай сопровождал отряд Донского. Согласно сведениям Рязанова, на обратном пути люди Исатая отправились к ближайшим стадам, чтобы взять нескольких баранов для снабжения команды казаков. Пастухи отказались предоставить свой скот, завязалась перепалка. В результате драки погиб 60-летний пастух Кучук-Джапаров. Очень скоро об этом узнал Джангир-хан. Он отправил в аул погибшего комиссию в составе султана Кучук-Галея Шигаева, ханского советника Босы Буздакова и штаб-лекаря Сергачева. В заключении медицинской экспертизы было сказано, что Джапаров умер от удара по голове, но что удар был нанесен без намерения причинить смерть. В убийстве был обвинен Махамбет Өтемес-Улы. Против него свидетельствовал сын Джапарова Байтусан и Таныбек Джажигеров. И Исатай, и Махамбет позже обвинения в убийстве отрицали. Расследование, а также переписка между сторонами никак не помогало делу. В итоге Исатай вместе со своими приближенными решил отправиться в ханскую ставку, чтобы оправдаться перед ханом и лично подать жалобу на злоупотребление властью Караул-Ходжи. Однако их путешествие к ханской ставке было воспринято как марш, к которому стали присоединяться люди, разделявшие позицию Народной партии. Число спутников Исатая превысило 100 человек. Поездка к хану начала приобретать характер демонстрации. Новости о многочисленной процессии, состоящей из вооруженных мужчин, застали хана врасплох. Он командовал своим людям выехать навстречу Исатаю и приказать им от его лица распустить демонстрацию и вернуться в свои аулы. Посланники хана пообещали Исатаю, что через 12 дней в его аулы прибудут члены ханского совета, которые изучат претензии людей к Караулу-Ходже. Исатай последовал приказу и развернул людей обратно. Но ничего из обещанного ханом исполнено не было. Джангир-хан после этого потерял покой и начал втягивать в этот конфликт русскую администрацию в лице генерал-губернатора Астраханского края Тимирязева. Российская сторона сохраняла пассивную позицию на этом этапе, но все же выслала чиновников, чтобы расследовать инциденты в степи. Со временем отказы Исатая явиться на повторные допросы к следователям и даже на встречу с генерал-губернатором Перовским в Оренбург, а также кровопролитные столкновения между двумя партиями привели к тому, что российская администрация вступила в конфликт, переросший в восстание, однако уже с целью подавить его. Исатай и его сторонники выступали за восстановление в Букеевской Орде родовой демократии, которая гарантировала каждому роду самостоятельно выбирать себе начальников, а также за восстановление судов биев. В то время почти все серьезные преступления и претензии рассматривали колониальные суды, которым казахи не доверяли. Изначально сторонники восстания видели своими противниками именно хана Джангира и его сторонников, ведь это они были источниками произвола и коррупции. Но со временем Исатай понял, что в этой борьбе есть еще одна, гораздо более сильная сторона – это российская администрация. Ни один генерал-губернатор и министр не были заинтересованы в том, чтобы требования казахов были услышаны и тем более удовлетворены, и что слабый зависимый хан, ставящий свои интересы выше интересов казахов, это результат колониальной политики. Сам Исатай, понимая расклад сил между Букеевской Ордой и Российской империей, стремился сохранить дипломатические отношения с русской администрацией. Об этом свидетельствует его переписка с Перовским и петиция на имя генерал-губернатора, которую подписали более 600 представителей родов Букеевской Орды. Он прекрасно понимал, что во многом ханская власть сейчас опирается на казацкие отряды и на свои отношения с генерал-губернаторами Астраханского и Оренбургского края. Восстание Исатая имеет важную особенность. Это восстание, зародившееся в среде обычных кочевников, стало борьбой Карасюек против Ахсюек.
Если посмотреть на другие масштабные восстания казахов в XVIII и XIX веках, то по своему характеру они были либо внутриэлитными, либо межродовыми. В восстании Исатая на его стороне были представители халак, которые не имели в собственности ни территорий, ни титулов, ни других ресурсов. Количество сторонников Исатая росло за счет тех, кто были недовольны своим положением и правлением Джангир-хана. Случаи неповиновения ханским властям по всей Орде участились. Как только Россия окончательно убедилась в том, что восстание выходит из-под контроля, военные и казачество отправились в степь с целью поймать Исатая и сломить сопротивление казахов. Начались прямые столкновения отрядов Исатая с российскими властями. Поражение Исатая 15 ноября 1837 года пошатнуло веру казахов Букейской Орды в удачный исход предприятия. Войско начало рассеиваться по степи. Вокруг Исатая осталось не более 300 верных ему людей. После гибели Исатая в сражении у реки Акбулак в июле 1838 года восстание было обречено. Оставшиеся немногочисленные сторонники вернулись в свои аулы. В нашей истории есть множество примеров протестов, которые выражались в виде массовых неповиновений, восстаний и движений. В этом эпизоде мы рассказали о двух наиболее ранних и крупных восстаниях в младшем Жузе, как ярких примеров того, каким был протест в казахской степи. Как правило, противостояние разворачивалось между степной элитой, конкурентами на ханский престол, либо представителями элит и представителями Карай-Сюек. Третьим участником событий становилась метрополия, которая защищала в степи в первую очередь интересы короны. Халак в таких ситуациях оставались в слабой позиции, лишенные ресурсов, оружия, мощной поддержки. Но несмотря на это, люди продолжали вести борьбу за улучшение жизни, безопасность, свободу перемещения и защиту своих интересов. Над подкастом работали авторка идеи и продюсерка подкаста Айслу Тойшыбек. Эпизоды на русском и казахском языках редактировала Аружан Амалова. Сведение и мастеринг эпизодов сделал Константин Кохан. Обложку подкаста нарисовала художница Жанель Шахан. Джингл написала композиторка Асл Алмаханова. Материалы на казахский язык перевел Фридрих Шихртке. Эпизоды на казахском языке озвучила Жанна Капасова. На русском языке Айслу Тойшыбек. Текст в начале и в конце эпизодов начитала Аружан Амалова. Настоящий подкаст стал возможен благодаря щедрой поддержке американского народа через Агентство США по международному развитию USAID. Ответственность за содержание несет товарищество с ограниченной ответственностью Bulbul Studio, и оно не обязательно отражает точку зрения USAID или правительства Соединенных Штатов.